Крым – это целый мир в миниатюре. Он настолько многолик, что поездки в разные его концы похожи на путешествия по разным континентам. Я беру свою фотокамеру и отправляюсь в долгие прогулки по полуострову для того, чтобы самому увидеть все его исторические памятники и запечатлеть их поразительное многообразие. Этими впечатлениями хочется поделиться с каждым. Поэтому в эфире телеканала АТР приглашаю вас на прогулки по Крыму. Прогулки по Крыму с Алексеем Гайворонским. Давайте вместе откроем эту землю. Сегодня мы продолжаем нашу прогулку по улицам древнего города Чифуткале, или, как его еще называли прежде, Кыркьер. Первое, что бросается в глаза посетителю на его улицах, это тянущиеся вдоль них длинные и глубокие колеи. Действительно, трудно представить, сколько колес, и деревянных, и обитых железом, должно было за столетия проехать этой дорогой для того, чтобы выбить в ней эти глубокие борозды. Сегодня они лишь напоминают о почтенном возрасте города, но в прошлом они несли и полезную функцию, служа водотоками. Чифуткале всегда было засушливым и безводным местом, и неудивительно, что его жители были весьма искусны в экономии воды и в добывании влаги везде, где это возможно. Так, например, дождевая вода, стекавшая сверху с гор, не утекала попусту, а с помощью дорожных колей и специальных канавок направлялась в подземную пещеру, резервуар, над которой был поставлен каменный колодец. Но самое примечательное из всех подобных сооружений здесь – это колодец Тик-Кую. Настоящий шедевр средневековой гидротехнической инженерии. Давайте пройдем к нему и осмотрим его изнутри. «120-метровый ступенчатый спуск, вырубленный в толще сплошной скалы, выводит к шахте глубокого колодца. Далее, по крутому винтовому ходу, можно спуститься на самое его дно и увидеть оттуда, как вверху, в 45 метрах над головой, зияет узкое колодезное отверстие. Воды в этом колодце сейчас уже нет. Однако в прошлом ее тут было предостаточно. Ведь без этого древние строители не взялись бы за титанический труд по постройке такого большого и такого сложного сооружения. Вероятно, вода здесь иссякла вследствие землетрясения, которое нарушило приток подземных вод. После этого колодец был засыпан и заново откопан лишь 10 лет назад. Примечательно, что во время этих раскопок был обнаружен клад, состоявший из 4 с лишним тысяч крымских, ордынских и иностранных монет, изготовленных из серебра и золота. Даты на этих монетах показывают, что клад был зарыт примерно в 1470-х годах. Это был один из самых крупных кладов, когда-либо найденных в Крыму.
XV век был непростым временем для Крыма. Первые крымские ханы сражались с правителями Орды за независимость своей страны, и в этой борьбе крепость Кырк-Ер была очень ценным трофеем. Ведь тот, кто владел Кырк-Ером, владел и всем Крымом. А в борьбе за крепость немало зависело и от поддержки ее жителей, в руках которых были ключи от города. Потому до наших дней дошли тексты соглашений первых крымских ханов со старейшинами городских общин – мусульманской, христианской, караимской, где ханы даруют жителям Кырк-Ера почетный статус тарханов и различные льготы, а те взамен обязуются не признавать власть других правителей. На протяжении XVI века, когда в Крыму установился прочный мир, а внизу в долине был выстроен город Бахчисарай, мусульмане и христиане Кырк-Ера постепенно переселились в новую столицу, а караимы остались на прежнем месте и не покидали Кырк-Ера, и таким образом вскоре стали единственными и последними обитателями древнего города. Этот дом под черепичной крышей – одна из двух последних караимских усадеб на Чуфуткале. В XIX веке в ней жил Авраам Феркович, караимский священнослужитель и знаток древностей. Заметно, что этот дом весьма похож на старинные крымско-татарские дома старых кварталов Бахчисарая. Нижний этаж с кухней, верхняя надстройка с верандой, закрытый внутренний дворик. Караимы традиционно имели много общего с крымскими татарами не только в архитектуре и в быту, но и в одежде, в языке, в обычаях. Ряд исследователей объясняет это общими тюркскими корнями обоих народов. Вместе с тем, караимы резко отличаются от всех соседей по Крыму своей религиозной принадлежностью. Их религия, караизм, является ответвлением иудаизма, а язык караимских богослужений – древнееврейский. На этом основании их порой причисляют к евреям. В связи с этим город и получил свое новое позднее название Чуфут-Кале. Дело в том, что к началу XVII века, когда караимы остались единственными практически обитателями древней крепости, в Бахчисарае распространилось и прижилось новое название для этого города – Чуфут-Кале, что обычно смягченно переводят как «иудейская крепость», хотя на самом деле Чуфут – это достаточно грубое слово для обозначения Иудеи. Сами же караимы продолжали использовать название Кырк-Ер, либо же называли свой поднебесный дом просто Кале, то есть крепость. Название Чуфут-Кале мы используем и поныне. Караимские богослужения проходят в специальных молитвенных зданиях – кенасах. В Чуфут-Кале их два – большая и малая. Считается, что первая из них была выстроена в XIV веке, а вторая – в XVIII. Внутри кенас центральное место занимает алтарная часть, где хранятся свитки священного писания. Один из свитков, хранившихся прежде в Кырк-Ере, сейчас находится в музее Бахчисарайского ханского дворца. Помимо того, при кенасах существовали целые библиотеки священных текстов и толкований к ним.
Примечательно, что именно при Кенасах Чуфуткале в 1730-х годах появилась первая типография в Крыму. Свернув в проулок от Кенасы, мы попадаем в густые заросли, среди которых дорога превращается в едва заметную тропу. Лет 300-400 назад эта тропа была полноценной городской улочкой, а груды камней по ее сторонам – стенами жилых домов. Чуфуткале был довольно крупным городом. Здесь могло проживать в прошлом до 3000 человек. Окончательно опустел он лишь в 19 веке, когда отсюда в Бахчисарай переселились его последние караимские жители. Наконец, дорога выводит нас от города к широкому полю, с 3 сторон окруженному глубокими пропастями. Это скальный мыс Бурунчак, крайняя точка горного массива Чуфуткале. В отличие от прочей территории крепости, он никогда не был застроен домами. В крымских пещерных городах такие свободные участки служили убежищем для жителей окрестных сел. При приближении врага они могли покинуть свои дома в низине, бежать в крепость и переждать там нашествие вместе со своим скарбом и скотом. В ханское время на Бурунчаке был устроен зверинец, и здесь, словно на воле, бродили стада оленей. Пройдя от Бурунчака обратно через весь город, мы покидаем территорию крепости. По дороге, изъезженной тысячами колес. Она идет вниз, в балку, что называлось здесь Иосафатовой долиной. В Иосафатовой долине издавна располагалось караимское кладбище. По склонам долины можно видеть великое множество надгробных памятников разных форм, разных столетий. Всего их здесь более 4000. Это одно из самых больших среди старинных кладбищ Крыма. Здесь хоронили и простых жителей Чуфуткале и Бахчисарая, и видных деятелей караимской культуры. Ставили здесь и памятные знаки в честь тех людей, кто умер и был похоронен за пределами своей родины, за пределами Кале. В прошлом значительная часть Иосафатовой долины была безлесна, и лишь в верховьях ее густо зеленела дубовая роща. Караимы очень почитали эти деревья и считали само это место священным. Они дали роще название Балта-Тиемес, что означает «топор не тронет». Деревья получили такое название в связи с тем, что их никогда и ни под каким предлогом не позволялось рубить. Считается, что в этом почитании деревьев отразился какой-то древний языческий культ, а еще в связи с этим существует интересное караимское предание. Она говорит о том, как Богдан Хмельницкий, заключив союз с крымским ханом Исламом III Гераем, направил в Крым своего сына Тимофея в качестве почетного заложника. Когда тот прибыл, хан направил его на жительство в Чуфуткале, однако караимы наотрез отказались принимать его в городе.
Ханские придворные пригрозили им, что за такое непослушание ханским приказам роща Балта-Теймес будет срублена. И тогда караимским старейшинам пришлось пояснить причины своего отказа. Они сказали, что по какой-то причине караимы находятся в кровной вражде с родом Хмельницких и поэтому не могут отвечать за безопасность ханского гостя. Выслушав эти доводы, хан признал их убедительными и поселил Тимофея в армянском квартале Бахчисарая. Это предание едва ли целиком достоверно, потому что Тимофей Хмельницкий, насколько известно, никогда не бывал в Крыму. Однако в этой истории важнее другое – то, как в народной памяти преломляются исторические реалии, древние верования и живописный ландшафт окрестностей ханской столицы.